Добрый день, добрый час. Я рада вновь приветствовать всех вас. А начать хочу наш урок с пословицы «Сделал дело, гуляй смело». Ребята, как вы думаете, о чем эта пословица? А ответ мы узнаем в течение урока. Или собак. Тема нашего сегодняшнего урока – кто что умеет делать? Дети в роще. Сегодня на уроке мы с вами вспомним о том, как использовать слова «уметь», «любить», «нужно». Повторим, как нужно употреблять глаголы с этими словами. Познакомимся с рассказом «Дети в роще». А чтобы лучше понять весь рассказ, да и весь урок, нам нужно познакомиться с новыми словами. Гитара, фотоаппарат, плавать, мешать, стыдиться, стыдно. Гитара – это музыкальный инструмент. Фотоаппарат – это то, с помощью чего мы можем сделать фотографии. Плавать. Ребята, я думаю, вы сразу догадаетесь, какое значение у этого слова, когда посмотрите на картинки. Мешать. Не давать что-то сделать. Например, брат очень громко слушал музыку и мешал мне делать домашнюю работу. Стыдно – это когда человек сам понимает, что сделал что-то плохое и чувствует от этого себя неудобно. Когда человеку стыдно, можно сказать, что он стыдится. Слово «стыдиться» отвечает на вопрос «что делать?», обозначает действие предмета. Уметь стыдиться – это хорошо. Кстати, сегодня на уроке мы с вами будем учиться правильно использовать слова «уметь», «любить» и «нужно». Когда мы используем слова «уметь», «любить», то слова «я», «ты», «он» не изменяются. Наоборот, изменяется глагол. Итак, я умею рисовать. Я умею плавать, фотографировать. Я люблю рисовать, плавать, фотографировать. Ты умеешь рисовать. Ты любишь рисовать, плавать, фотографировать. А попробуем использовать слова «уметь», «любить» в отрицательной форме с «не». Я не умею рисовать, плавать, фотографировать. Я не люблю рисовать, плавать, фотографировать. Ребята, со словами «уметь» и «любить» слова «я», «ты», «он», «она» не изменяются. А вот когда мы говорим «нужно» и «надо», они изменяются. Мне надо, мне нужно, нам надо рисовать, плавать, фотографировать. Тебе надо рисовать, тебе нужно плавать, вам нужно фотографировать. А что общего в этих словах? То, что после них глагол не изменяется. Посмотрите. Я умею рисовать, плавать, фотографировать. Я люблю плавать. Тебе нужно фотографировать. Ответьте,
Что вы умеете делать? Что умеют делать ваши друзья или подруги? А чтобы ответить на эти вопросы и подставить правильные слова, которые обозначают действие предмета, внимательно посмотрите на картинки, которые должны показать действие, а слова для справок вам помогут. Я умею плавать, фотографировать, а еще я умею играть на гитаре. Мой друг умеет петь, а еще он умеет танцевать. Моя подруга любит рисовать, а еще она любит читать. А теперь найдите к вопросам правильные ответы. У вас есть время. Почему ты не рисуешь? Потому что я не умею рисовать. Почему малыш только рассматривает рисунки? Потому что он не умеет читать. Почему Болот купил альбом? Потому что завтра у Айнуры день рождения. Почему Аиша идет в поликлинику? Потому что она работает там. Почему Болот не танцует? Потому что он не умеет танцевать. Ну а сейчас мы с вами прочитаем рассказ «Дети в роще» и узнаем смысл пословицы «Сделал дело, гуляй смело». Дети в роще. Брат и сестра шли в школу. Было очень жарко. Около школы была зеленая роща. «Пойдем в рощу», – сказал брат сестре. Дети бросили книгу в траву и побежали в рощу. Там пели птицы, прыгали по веткам белки, бегали в траве жуки. Куда шли дети? Брат и сестра шли в школу. А до школы они дошли, ребята? Нет, они отвлеклись и ушли в рощу. Они забыли об уроках и побежали в рощу. А в роще пели птицы, прыгали по веткам белки, бегали в траве жуки. «Поиграй с нами», – сказали дети жуку. «У меня нет времени», – ответил жук. «Мне нужно искать себе обед». Ему некогда играть. Что нужно делать жуку? Жуку нужно искать обед. «Поиграй с нами», – сказали дети желтой пчелке. «Некогда мне играть с вами», – отвечала пчелка. «Мне нужно собирать мед». Что нужно делать пчелке? Пчелке нужно собирать мед. Она тоже занята. «А ты поиграешь с нами?» – спросили дети у муравья. Но муравью некогда было их слушать. Он тащил соломинку, чтобы строить себе дом. Что нужно делать муравью? Муравью нужно строить себе дом. Он тоже занят. Они все хотят выполнить свою работу и не отвлекаются. Дети попросили белку поиграть с ними, но белка ответила, что она собирает орехи на зиму. Что делает белка? Она собирает орехи на зиму. Голубь сказал:
Я строю гнездо для своих маленьких деток. Что делает голубь? Голубь строит гнездо своим маленьким деткам. Серенький зайчик бежал к реке умываться. Смотрите, ребята, зайчик тоже занят делом. Мальчик увидел на зеленой ветке птичку. Она сидела и пела песенку. «Ты ничего не делаешь, поиграй с нами!» – закричал птичке мальчик. Как вы думаете, что ответит птичка? Давайте прочитаем. «Как?» – обиделась птичка. «Я весь день летала, кормила своих деток. Я так устала, что не могу поднять крылья. А вы что сделали сегодня?» В школу не пошли, уроки не выучили. Лентяи вы, лентяи! Бегаете по роще, да еще мешаете другим дело делать. Детям стало стыдно, и они побежали в школу. Как вы думаете, почему детям стало стыдно? Они поняли, что все, даже животные и птицы, заняты полезными делами. И, наверное, ребята, теперь вы можете объяснить пословицу «Сделал дело, гуляй смело». Смысл этой пословицы в том, что ты не должен оставлять то дело, которое уже начал, или которое тебе предстоит рано или поздно начать делать. Сделай дело сейчас и гуляй потом сколько хочешь. Эта сказка учит тому, что каждый должен заниматься своим делом, делать то, что ему поручено. Учит детей учиться в школе, не лениться и быть прилежными. А в последнем задании вы должны вставить подходящие по смыслу слова. Подумайте, какие слова к какому предложению подходят. Пропускать уроки в школе нехорошо. Весной птицы весело поют в лесу. Когда говорят неправду, мне стыдно. Птичке стало обидно, потому что дети сказали, что она ничего не делает. Телесобак. Сегодня на уроке вспомнили о том, как использовать слова «уметь», «любить», «нужно». Повторили, как нужно употреблять глаголы с этими словами. Прочитали рассказ «Дети в роще» и поняли, что каждый должен заниматься полезными делами. На этом наш урок подошел к концу. До новых встреч у телеэкрана.